Доброго вечера. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны темы и приглашаем в гости наиболее интересных собеседников. Сегодня у нас их двое. Оба они люди известные и мне тоже лично давно знакомые. Это Мирослав Гай, волонтер, общественный деятель. Салям алейкум. И это Ашер Черкасский, тоже общественный деятель, волонтер и депутат Днепровского горсовета. Но все-таки не все про них все знают, поэтому мы просили нашу съемочную группу сделать визитки наших гостей. Посмотрим, а потом продолжим. Мирослав Гай, 38 років, народився у Києві. Викладач акторської майстерності та майстерності телеведучого. З листопада 2013 року активний учасник подій на Майдані. Отримав спеціальність командира механізованих підрозділів. Гвардієць першого резервного батальйону Нацгвардії імені генерала Сергія Кульчицького. У травні 2014-го разом із Сергієм Шевчуком піднімав державний прапор на телевізійній башті Слов'янська на горі Карачун. У серпні 2014 року створив і очолив благодійний волонтерський фонд «Мир і Ко». Волонтер, громадський діяч. Мирослав Гай. Саме зараз на АТР. Ашер Йосиф Черкаський, 50 років, народився у Феодосії. До початку збройного конфлікту в Україні займався бізнесом. Старший сержант полку МВС особливого призначення Дніпро-1. Голова постійної комісії міської ради з питань промисловості, підприємництва та торгівлі. Депутат Дніпровської міськради. Ашер Йосиф Черкаський. Саме зараз на АТР. Я не знаю, что писать. Треба Ну, вы помолчите, потому что вы люди скромные, а я продолжу. Я забыл главное сказать, что оба этих прекрасных парня, они ветераны войны с Россией. Вот, это для меня как само собой разумеется, поэтому вот сейчас визитка напомнила мне, чтобы я еще раз это подчеркнул. Я просто сержант. Я Просто сержант. уже лейтенант. Лейтенант. Ну, Да. как это, кто там должен первым говорить, я не знаю вас. Поэтому что его не было. Сержант знает больше, чем офицер. Это точно. Вот. Я, кстати, напомню, что по ходу передачи вы можете звонить нам по Вайберу совершенно бесплатно. Плюс 38 код Украины, дальше 073-419-4158. Посмотрите на экране, телефон этот имеется. В Вайбер набирайте, вообще без проблем задаете вопросы Мирославу или Ашеру. Или же даже можно по скайпу собственным лицом позвонить atr.tv. Тоже долучиться до нас. Главная тема сегодня, не знаю, будут ли со мной спорить мои гости, но сегодня это то, что происходит в Иерусалиме. Почему так? Потому что круглая дата, 75 лет освобождения Аушвица в эти дни. И к этому приурочен форум большой в Израиле, World Holocaust Forum называется. Ну, форум, как бы, так говорить, памяти жертв, поминовения жертв Холокоста, самой большой человеческой национальной трагедии 20 века, унесшей жизнь 6 миллионов евреев, из них 1,5 миллиона детей. Вот 22-23 февраля этот форум проводится. Он стал одним из крупнейших в истории Израиля мероприятий с участием иностранных лидеров, то есть не просто поминовение, это еще и приглашение, дипломатический акт такой. Значит, принимает участие более 60 делегаций из разных стран мира, включая 45 королевских особ, глав государств и правительств, спикеров парламентов и так далее. Но нюанс в том, что одним из гостей, и одним из VIP-гостей этого форума был приглашен нынешний фюрер России Владимир Путин, человек, который разрушил послевоенное устройство мира. Но это не смутило ни руководство Института катастрофы Яд Вашем, где проходят эти мероприятия, ни руководство Израиля, которое, я думаю, принимало решение, Бенджамин Нетаньяху и так далее. Он как бы представляет Советский Союз в антигитлеровской коалиции, ну как бы в антигитлеровской коалиции, там еще выступал вице-президент США там, и так далее, француз. Как бы считается, что Советский Союз олицетворяет Россия нынешняя, является правопреемником почему-то. Не украинский президент там выступал, где большинство жертв Холокоста на территории бывшего СССР, не президент Польши, который отказался, поняв, какой будет формат. Вот. А наша делегация поступила, приняла какое-то Соломоново решение такое,
Сначала вообще президент Зеленский, по нашим данным, он не хотел туда ехать, ну, не хотел быть статистом, как и Дуда. Но потом все-таки что-то на это повлияло, он принял решение ехать в Израиль, однако в последний момент было озвучено такое решение интересное, необычное решение. Украинская делегация во главе с президентом Зеленским не участвует в официальной церемонии памяти жертв Холокоста. Владимир Зеленский рассказал, почему. Давайте послушаем президента Украины. Сказав таку інформацію, що декілька міністрів з уряду Ізраїлю, вони віддали свої квитки людям, які живі. Слава Богу, вони живі, але вони пережили це нещастя, пережили Голокост, і вони в Ізраїлі, і багато з них українського походження. Тобто, я одразу сказав, якщо ми можемо віддати, давайте віддамо всі наші квитки. Мені здається, там найголовніше, що ми вшановуємо пам'ять. Найголовніше, що ми знаходимося тут, що ми можемо сказати теплі слова. Ну, мы понимаем, сейчас мы начнем обсуждать, вы готовьтесь оба. Я дочитаю свою часть молитвы до конца. Вот, понятно, что это был очень дипломатический ответ. Мы видим, как, ну, из каких-то соображений, возможно, из соображений обмена державными лицами, но президент Украины старается не упоминать в негативном контексте имя российского президента. Хотя понятно, что, ну, не бывает такого, чтобы одна делегация одной страны встала и ушла в полном составе, не пришла, да, все остальные сидят, хлопают и так далее. Хотя, подчеркиваю еще раз, решение абсолютно правильное Зеленского, потому что мы посмотрим позже на то, что Путин там говорил. Невозможно, конечно, это слушать совершенно и аплодировать, и сидеть рядом с аплодирующим. Этому президенту Украины нельзя. Это решение абсолютно правильное со стороны Зеленского. Однако в мемориальном комплексе Яд Вашем, я думаю, все мы там были, я так несколько раз был с детьми. Это очень хороший комплекс и просто потрясающий. В каждой стране должен быть такой музей. И музей Голодомора, и депортации должен быть и в Украине обязательно такого уровня. Но вот прокомментировали это решение Зеленского. Они объяснили, что те, кто выжил в Холокосте, обратился к ним с просьбой присутствовать на форуме, на этом социально большой церемонии, получили такую возможность. Теперь цитата от руководителя Яд Вашем. Нам непонятно решение президента Зеленского, и мы сожалеем, что он сделал такой шаг в мероприятии под названием «Помним Холокост, борем с антисемитизмом», конец цитаты. То есть как бы упрекают президента Украины. Для них, понимаете, непонятно такое решение. Ну, непонятно, что Украина воюет с Россией. Ну, бывает такое. 6 лет прошло, непонятно. Люди, изучая всю жизнь историю Холокоста, Второй мировой войны, не поняли до сих пор ничего, что происходит в мире в этом послевоенном. Оторвитесь от книг, от исторических фактов, вот очень важно. Но иногда надо смотреть на политику, если вы политических лидеров в свой музей зовете. Да? Зеленский посетил стену плача, что считаю абсолютно правильным решением. Они вместе с главным раввином Киева, с раввином именно стены плача, они там почтили память жертв Холокоста, абсолютно естественный, нормальный поступок. Вместо того, чтобы с Путиным сидеть, тут нет никакого вопроса. Вот. Ну и самое омерзительное позже было в зале В зале прямо, я так понял, что это, знаете, ребята, это... Там нет помещения такого, это сделали такой натяжной потолок, видимо, и там прямо видны памятники со сцены, чуть не детям, жертвам Холокоста, вот там какое-то место есть, такое пространство, его огородили, да, его поставили там стулья, крышу натянули на всякий случай, вот, чтобы там все было нормально. И вот во всей этой обстановке, в присутствии действительно выживших жертв Холокоста, в присутствии огромного количества мировых лидеров, в первом ряду сидел Владимир Путин, слева от него сидел Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля. Равлин, президент, сидел следующим, справа сидела, не помню кто. Ну, короче, это уже не важно. Мы сейчас посмотрим, все это мы смотреть не будем, там 7 минут Путин вещал, но просто для того, чтобы это обсуждать, надо это услышать хотя бы в прямом виде. Послушаем нового русского фюрера. Да? Потерпим, да, ради правды и справедливости. Посмотрите, что там он нес. Память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний. К сожалению, сегодня память о войне и ее уроки, наследие, все чаще становятся объектом политической, сиюминутной, текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо. А долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников.
Для этого важно использовать все возможности – информационные, политические, культурные, авторитет и влияние наших стран в мире. Уверен, что все, кто присутствует здесь, в этом зале, на форуме, разделяют такие озабоченности и готовы отстаивать вместе с нами правду и справедливость. И мы несем все ответственность за то, чтобы никогда не повторились страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста и о лагерях смерти, о блокадном Ленинграде. Пример только что сказал Нетаньяху, что мы сегодня открыли памятник здесь, в Иерусалиме, жертвам блокады Ленинграда. О Бабьем Яре, о сожженной Хатыне. О том, что надо быть бдительными и не пропустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма. Когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода. Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. И в заключение хочу поблагодарить израильских коллег за теплый, очень радушный прием здесь, в Иерусалиме, пожелать участникам конференции и, конечно, всем гражданам Израиля мира, благополучия, всего самого доброго. Благодарю вас. Ну, я как-то тоже прокомментировал у себя на канале YouTube, да, а сейчас я вот предоставлю ребятам. Ашер, давай, начнем с Да, ну, если можно, я начну с того, чем этот человек закончил свое выступление. Он пожелал мира народу Израиля. Человек, который целиком и полностью он поддерживает Хамас, он поддерживает Хизбаллу, он поддерживает все террористические организации не просто на словах и давая им какие-то площадки, они не только, ведь туда же идет финансовая помощь, туда идет гуманитарная помощь, и их боевики обучаются специалистами российских спецслужб, и поставляемое оружие России оно все как-то странно, да, летит в граждан Израиля. То есть цинизма вот этому выступления просто он настолько зашкаливает, что это если брать по отношению к современным евреям, то есть этот геноцид он продолжается российскими руками, российскими финансами, российскими средствами массовой информации. Ведь они же вовсю поддерживают тех людей, которые себя называют палестинцами. Это народ, я не хочу как бы обидеть тех, кто себя таковыми считает. Они уже как бы родились с сознанием. Они приносят в жертву этот народ ради того, чтобы уничтожить Израиль. Это делается уже десятилетиями. Насколько мы знаем, это народ, который возник точно так же, как сейчас у нас на Востоке возникает вот этот народ Новороссии. Это ДНР, НЛО. Но они выбрали этих людей инструментом своей политики. Еще Сталин это выбрал, и продолжают русские до сих пор. То, что его основной месседж о том, что нельзя это все забывать, безусловно, нельзя. Но они на это сделали целый такой... У них постоянно вот это победобесие происходит ежегодно. А в этом году особенно будет победобесие. Да. Значит, 75 лет, День Победы, 9 мая, все дела. Да. И это если, на фронте. Это если говорить о том, что непосредственно отношения современного российского государства и современного еврейского государства. Если взять отношения на Ближнем Востоке, Россия имеет прямое отношение к тому, что происходит в Сирии. Та жестокость, которая там убивают людей, такие средства, которые там применяются. Все это от Израиля на расстоянии выстрела находится. Безусловно.
Дальше мы видим то, что происходило в Грузии, другие народы, которые страдают от этой же страны, и этот человек сейчас в присутствии такого количества, на такой представительской, на такой представительном таком форуме, на таком представительном заходе, он вещает о том, про мир, да, про борьбу с шовинизмом, с и войной. так далее. Ярослав. Так, что тут говорить, но я вам скажу, по моему личному мнению, что развитие даже ядерной программы Ирана было бы невозможно без помощи российских коллег. Точно так же, как и развитие ядерной программы КНДР. То есть, это просто невозможно. Поэтому мы не единожды слышали о том, что им нужна ядерная бомба для конкретной вещи. Мы готовы, говорит, уничтожить, и мы готовы... Открыто говорят, прямо, десятилетиями. Мало того, они говорят, у нас больше людей, и мы готовы пожертвовать своих же иранским населением в этой войне. И неважно, сколько иранцев погибнет, но мы все равно останемся, потому что нас больше, а Израиль, евреев мы сможем уничтожить. То есть, это серьезно. То есть, мы говорили, Хизбаллу принимают непосредственно в Москве, у них подписаны договора о сотрудничестве. И Хамас там не вылезает. Хамас в том числе они не вылезают, то есть об этом, то есть они в Кремле встречаются, не тайно где-то. И одновременно 8 раз, извини, просто добавлю, 8 раз в год приезжает туда Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, который сейчас вставал, подпрыгивая к Путину, руку жал, носит георгиевские ленты, ходит в бессмертном полку в этой религии, участвует в этих ходах вот этих, да? Это очень печально. Но это все, знаешь, это все можно назвать одним словом, еще плюс совок. То есть это все люди советского такого поколения. Вот этих люди советского в каком-то смысле, да, этот весь период. Он работает на людей советского поколения, на избирателей тех в Израиле. Это же чисто циничная политика, на самом деле, мне так кажется. По поводу Зеленского, и вот то, что правильно он сделал, что не пошел неправильно. Понятное дело, что с Путиным встречаться нельзя. Но дело в том, что тут же тоже нужно понимать, почему все удивляются, что он отказался от этого визита. Во-первых, сейчас с Кремля слили вот эти попытки офиса президента назначить неофициальную встречу где-то в Израиле с Путиным, и они сливают об этом, то есть они пытаются выйти на контакт. Во-вторых, после нормандского формата, после откровенного заявления Зеленского, что мы с Путиным договоримся, мы готовы договариваться, мы можем... Все люди вокруг, которые особенно не сильно в курсе того, что у нас здесь происходит, они удивлены. Вроде как нормально же. Так вроде же, вы же договорились, вы в Нормандии, вы жмете руки, вы сидите вместе, вы... А что же вы не можете в одном зале быть? Да, в чем проблема? Да? Поэтому они удивляются. Поэтому удивляются. И это, то есть это реакция, и это проблема дипломатическая, как катастрофа, по большому счету, что Зеленского могут себе спокойно представить в одной комнате с Путиным. Это провал всей дипломатии и офиса президента, и нашего МЗС. Это вот эти попытки, вот эти звонки ночные Путину, эти попытки найти с ним встречу, посидеть. А Путин откровенно презирает. Вот он ведет себя, согласитесь, да? Вот как такой пахан, который реально всех нагнул, как это говорится, да? Вот просто весь мир нагнул. Абсолютно. Да. Сегодня я уже говорил об этом в программе другого канала. Путин, и мы с тобой много раз это тоже обсуждали, что для Путина Украина это тактическая задача, это не стратегическая, и это не... Ребята, он в Ливию уже лезет, он про Ливию там прям с трибуны намекнул, нам надо урегулировать Ливию. Как он будет урегулировать Ливию? Как Сирию? Да. То есть с 2014 года, когда уже пошли активные боевые действия в Крыму и на востоке Украины, тогда у меня сложился этот пазл. То есть их стратегическая цель — создание Евразийского союза. Оккупация Европы и уничтожение Соединенных Штатов как геополитического противника. Убрать братские Америку. И с этой точки зрения вызывает, конечно, отвращение приглашение Путина в Израиль на эти мероприятия, потому что мы видим, что сейчас в современной путинской, диктаторской, как по мне, авторитарной России происходит попытка пересмотреть результаты Второй мировой войны. То есть они пытаются, во-первых, обелить Сталина как диктатора. Обвинить Польшу. Обвинить Польшу
И, то есть вообще Он просто, честно говоря, охренел. То есть он в глаза говорит такую ложь, которую школьник знает в любой стране, кто читал историю, а он в глаза просто и под эту ложь у них находятся еще документы, то есть они делают документы. Но они уничтожают архивы. То есть у них архивы закрыты до сих пор. Часть откровенно поднимался вопрос и активистами из России, историками, что они часть архивов уничтожают просто. У них, кстати, у нас открыты же архивы советские, все, да? слава А я богу. думаю, что они бы, если бы Янукович остался какое-то время еще у власти, они бы все уничтожили и увезли бы. Конечно, Да. потому что это те небольшие вот эти ну, вернее, это глобальные, это большие огромные архивы, ну, которые позволяют вообще сохранить правдивый взгляд, вообще правды немного. И это огромная проблема. То есть сейчас мы видим, что они переписывают историю, вообще роль Второй мировой войны, роль Сталина, и это все тоже вызывает отвращение. Есть даже то, что они делают прямо сейчас онлайн, то, что они делают на востоке Украины и в Крыму. Не нужно идти в... Вот, эта тема у меня вот сами как угадали, это у меня вторая тема, Первый связанная месяц, с этим. за январь, получается, порядка 20 человек раненых и 2 человека погибших. Нет. У нас за январь 2020 года в 2 раза больше, еще не закончился январь, в 2 раза больше погибших, чем за весь январь 19. Давайте я прочитаю, официальную статистику. 10 человек Ребята, погибших. не 10. Сначала января. Я про боевые. Ну да, давайте я прочитаю официальную статистику, вот эту ужасную, да, нашего мирного времени, нашего вот этого разведения и всего остального прочего, переговоров и все так далее. С начала января 2020 года, в котором мы еще живем, он не закончился. Да, он не закончился. В зоне ООС на Донбассе, по официальной информации, погибло 13 бойцов. Более 30 получили ранения. Накануне буквально от снайперской пули погиб 22-летний боец Микола Сарачук. Да. Волонтер и медик и его девушка любимая Ирина Черногуз опубликовала фото погибшего Миколы. Он родом из села Лыще возле Луцка. Этот парень молодой, красивый. Нет слов, чтобы выразить соболезнования, но это происходит в момент, чтобы быть когда... корректными, давайте все-таки уточню. Значит, пока на данный момент в этом месяце боевых 10 погибших, остальные это там есть сердце, 1 суицид. За январь 2019 года было 6 боевых потерь. И 15, это общее количество умерших, это там тоже был 1 суицид, сердце, болезни. То есть посмотрите, еще январь не закончился, у нас уже в 2 раза больше погибших от боевых потерь, чем за 2019 год. Мирослав, я просто хочу тебе напомнить, я думаю, ты прекрасно помнишь те события, 2014 год, когда у нас были перемирия. И вот я в тот момент, это сентябрь-октябрь, я находился в составе нашего подразделения, мы находились в Песках под Донецком, это где-то километра полтора, на Эдельвейсе. Километр полтора до аэропорта, до ДАПа. И где-то метров 800 до Донецка. Мы стояли, мы не открывали первыми огонь. Но у нас ежедневно бои начинались где-то часов в 8-9 утра и заканчивались где-то часов около 12 ночи. У меня за день уходило до полутора и до 1600 патронов, а иногда и больше. Сколько расходовалось? Вот, ребят, мы видим это Миколу. Было перемирие. Видим Миколу, как раз и Ирину. Эти фотки Ирина опубликовала у себя в Фейсбуке. Этот парень, 22-летний, его убил снайпер. Это 13-й погибший и 30 раненых. Это очень много, если учесть, что у нас всего лишь 23 число. И вот ты как раз, мы когда обсуждали вот это еще выступление Путина, ты же сказал, когда я сказал про 9 мая, про это культ победобесия, ты сказал, боюсь, что, скажи, развей свою мысль. Да, дело в том, что, во-первых, мы видим, что перемирия нету, его не будет. Мало этого, штаб ОС сегодня отрапортовал о том, что ситуация ухудшилась, они опять начали практику стрельбы из жилых кварталов с использованием крупных калибров. Кстати, давно не использовали 152 калибр, то есть это огромные, тяжелые вооружения, сейчас его очень активно используют.
Вот, и это говорит о том, что война не только не прекращается, то есть она продолжается, и я боюсь, что и отведение войск будет использовано россиянами, оно уже использовано. Это тактические шаги такие. Это так. Напомню, что ситуация в Абхазии и в Осетии тоже было отведение войск, потом перегруппировка российской армии и удар по всей глубине фронта. Это уже всю историю мы проходили. Вот я думаю, что с теми перетурбациями, которые мы сейчас видим в российском правительстве, это только скорость, с которой Путин сейчас укрепляет свою вертикаль власти, и как они пытались профорсировать построение нового союзного государства с Белоруссией, я думаю, что нас ждут в этом году печальные драматические события. Мне тоже кажется, этот и следующий год, это год, когда Путин, прощенный человечеством. Вот мы видели же сцену индульгенции Путина. Рукопожатный. Один президент в мире не пришел на это хлопать ему. Видели этот зал, там сидят лидеры, мы Макрон. 60 стран. Макрон просто бежит к нему, спотыкаясь, как не падает, еще его обнимать. Фактически Путину дали индульгенцию, окончательную индульгенцию. Он должен получить 9 мая в Москве. Там он просто обнаглеет, офигеет, извините за такое выражение, просто к таким паханским вот акциям другого слов нет, а смотрите, как он себя ведет. Вот Макрон говорит, мы вернем Россию в ПАСЕ, потому что должны права человека в России соблюдаться, как же так, и СПЧ там, и так далее. И тут же сразу принимают закон, что нам пофиг ваши СПЧ. То есть, смотрите, вы нас, лохи, вернули в ПАСЕ, а мы вам хоба, вот так вот, и все. Да. То есть они ведут себя, Путин, вот он эталон наглости, и вот понимаете, мое мнение такое, да, цинизма, и дело не в его силе. Я думаю, что он сам по себе не сильный человек. А дело в том, что кругом такие слабаки. Ему позволяют. Конечно. Да. Вот. И это, вообще, честно говоря, я думаю, что цивилизованный мир это понимает. Я смотрю на реакцию наших иностранных друзей, партнеров. Литва, например, она сейчас... Литва это пример, действительно. Они сейчас приравняли резервистов, как у нас, к контрактникам. То есть уже не понимают угрозы. Точно так же Польша. Даже Германия, которая дружит с Путиным, она сейчас проводит срочным образом ревизию всех своих вооруженных сил, авиации, танки. Они Швеция тоже, хотя уж такая мирная страна. Проголосовали за возвращение призыва, срочной службы. То есть есть здравые люди даже в этих странах, которые демонстрируют толерантность к Путину. Кстати, я забыл одну вещь сказать. Там, где превалируют лоббисты. Да, вот знаете, вернемся, просто я забыл. Вернемся к этой истории своего выступления. Там еще такой был цинизм, который не все заметили. Там играл оркестр. Я же не знаю, что за оркестр, виртуозы Москвы или сборный оркестр, но примечательно, что дирижировал всем этим действием, там уже между выступлениями играл вот оркестр, посмотрите на экран. И кто же дирижер оркестра? Кого же пригласили? Это Владимир Спиваков. Владимир Спиваков, Лапочка и Бубочка. Еще в марте 2014 года в числе 85 российских деятелей театра, кино и музыки поддержал Россию и позицию Путина относительно Крыма и войны с Украиной. Открытое письмо опубликовано на сайте Минкультуры РФ до сих пор. В этом списке дирижер Спиваков занимает почетное место, который также, подписался и за войну с Украиной. И на руках этого прекрасного, вседовластного, благообразного мужчины кровь 15 тысяч украинских граждан. Это, а уж сколько сирийцев просто не считал никто. Серьезная проблема, потому что... Моральная проблема. Нет, не только моральная, военная. Я все смотрел с военных аспектов, потому что Российская Федерация использует гуманитарный фактор как фактор войны. То есть они используют гуманитарные методы ведения войны, в том числе культуру, и это не только информационные операции. То есть это музыка, это театр, балет, извините. Вспомните, как оперный театр, там оркестр симфонический выступали в Сирии, они прилетели туда на костях, играли музыку классическую. Но до этого не долетели. Был такой момент, я рассказывал, тебе, еще в 99-м году, 99-й год, у меня была программа компьютерная, это авиасимулятор Flanker 2.0. Значит, действие происходит, 99-й год, действие происходит в Крыму. Я служил в авиации, прекрасно знаю, где какие аэродромы находятся. То есть это были спутниковые карты, все это было четко, это было очень реалистично, вплоть до того, что я мог на самолете подлететь к своему дому. Вот. Это 99-й год, настолько прописана была хорошо программа. И там воюют Соединенные Штаты, Украина и Россия. К сожалению, тогда еще люди не знали, что к власти придет Обама,
человек, который с своей Нобелевской премией носился и профукал все, весь послевоенный мир. Это вина Обамы тут совершенно очевидно. И, кстати, недавно я задумался, знаете, над чем? Помните, все говорили, что Джордж Буш-младший дурак? Потому что там Австрию с Австралией путает, там не в попад что-то говорит, и даже там что-то там в глаза в очи Путину заглядывал, да? А на самом деле Джордж Буш был последним вменяемым президентом из великих держав. Посмотрите, кто после. Обама, левак, абсолютный клоун. Да. Трамп, вообще даже говорить не хочется, кто он, да? Убрал войска из Сирии, выводит это все. Ведутся разговоры, нету ли у них более глубоких связей с Российской Федерацией. 100%. Особенно после Deutsche Bank, филиал Deutsche Bank в США, USA и так далее. А кем станет Макрон, как вы думаете, после своей каденции? Компания Total, я думаю, ждет. Или рядом со Шредером сядет акционером Газпрома. Там можно всех собрать. Да, но смотрите, еще что. Значит, вернемся все-таки, вот когда мы говорим о теме погибших, о теме войны и вообще всего, что с ней связано. Владимир Зеленский не упоминал о войне в ходе своего визита в Израиль. Где он упоминал? Но он упоминал об аннексии Крыма. В Давосе он упоминал о войне. Это тоже правда. Да, в Давосе он говорил о войне, именно о войне, о том, что мир забыл, меньше внимания уделяет войне. Вот. А Зеленский говорил о списках удерживаемых лиц, о погибших. О расстрелах речь не шла, но вот об удерживаемых, да, он говорил, и это тоже важно. Давайте послушаем и обсудим. 2 трека, 2 списка. І список ми погодили у Мінську, що зараз будемо встановлювати ще, доповнювати список встановлених осіб. Будемо готувати цей трек обміну з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну наших українців всіх, включаючи кримських татар, різних, які знаходяться на території Росії. Ну вот такие слова. Что скажете, что дальше будет с заложниками, с нашими? Кстати, учитывая, знаете, какую новость интересную? Ведь Путин продает эту девушку, которую задержали в аэропорту транзитно в Москве с наркотиками якобы. Продает за земельный участок, да, израильскую гражданку 60 лет. Занимается работорговлей. Торгует евреями в 2020 году. Продает за площадь в Иерусалиме, подворье какого-то. Опять-таки, это тоже проблема, которую закрывает глаза мировое сообщество. Значит, вот так называемый обменный фонд, заложники по факту. То есть для России очень легко их набирать. Они действуют на сопредельных странах, там, вот, например, в Беларуси, как они гриба взяли. Они захватывают людей в Крыму, захватывают людей на территории России, в том числе украинцев, которые имели неосторожность, несознательность. Они израильтян в аэропортах воруют. Я прошу прощения. Да. О чем тут говорить? Да. Это говорит о том, что они будут продолжать это делать для достижения своих интересов. Только вы захватываете какого-нибудь агента внешней разведки с очередным новичком, или моментально идет захват, но они захватывают же не военных, они же захватывают обычных граждан. В этом проблема. И знаешь, что еще у меня немножко так резануло слух, когда в самом начале ты говорил о том, что Владимир Александрович упомянул о том, что как бы для мирового сообщества тема войны в Украине начинает угасать. Благодаря чему? Чему? Внешней политики Украины, самой же. И внутренней тоже. Давайте забудем, нам нет разницы, у кого какие убеждения, нам нужен мир. Уже у нас десяток погибших за меньше, чем месяц. Ни одного официального заявления от офиса президента и от Зеленского, ни одного. Уже когда за десяток перевалило, МЗС сделала одно небольшое осторожное заявление, что они будут обращаться там к кому-нибудь. Самое страшное то, что разбился самолет. Проходит время, потом только какая-то реакция. Бесконечное время, да. Бесконечное. И объявляется траур, да, всей страны. У нас гибнет за один месяц 10-13 человек солдат, и никакой реакции абсолютно. Самое страшное еще – это реакция общества. То, что происходило в 2014 году, когда все боялись, то, что сюда придут российские войска, сейчас уже не боятся. Кто-то уже не боится патриотов украинских. Раньше они,
было страшно. Это такими же страшными людьми выставляли там бандеровцы, всех. А тут, оказывается, неправда. Никто никого не убивает. Правда, на патриотов, на волонтеров и на наших бойцов, бывших и действующих, вешают какие-то там, возбуждают дела, и очень много. И ты принимаешь как бы участие в защите наших бойцов. Я писал на поруке, пытался забрать рифмастера. Это сержант сил специальных операций. Я его просто очень хорошо Андрея знаю. Мы с ним еще летом читали лекции в одном из центров сил специальных операций. Вот. И я его хорошо знаю, понимаю, что то, что ему вешают это убийство, это нонсенс. И там уже были десятки доказательств, уже сами активисты и волонтеры проводили расследования, показывали, что есть несоответствие у следствия и судов. Но к чему мы говорим? Если общую картину брать, то да, на данный момент мы видим, что у нас есть все признаки такого антимайдановского реванша. Дух пошел, да, Дух. вот этот товарищ прокурор, кто он бывший, адвокат Януковича, сейчас замглавы Государственного бюро расследований, Первый, который процессуально имеет допуск к следствию, и он обязан заниматься вопросами следствия, поэтому нам еще врут, когда говорят, что он не будет заниматься вопросами Майдана, это как раз его обязанность. И это вопрос Портнова. Знаете, что сегодня Лукаш на одном из каналов Медведчуков заявила, что Сережу Негояна убили майдановцы. Потому она прямо сказала об этом, что это майдановцы убили. Хотя уже было множество доказательств, было расследование. То есть вопрос в чем? Они по всем направлениям. Я сейчас там не хочу Зеленского обвинять, я думаю, что он просто часто манипулирует. Он манипулирует, ну да, он ведомый в этом плане, он не всегда разбирается, кто рядом с ним стоит, кто такой Ермак, например, кто такой Портнов. Вот. Но тем не менее, мы видим, что у нас сейчас следственные органы, в том числе ДБР, это стали такие инструменты по репрессиям фактически. Вот. Суды, они как бы были карманные, может, кто-то говорит, что они такими и были, но на самом деле я таких беспрецедентных решений скандальных я не помню. В общем, короче, что, ребята, давайте в этом не углубляться, но каждый день мы видим, что приходится бороться с каждым вот очередным таким ляпом, который по неизвестным нам причинам происходит. Но давайте, можно только догадываться, опять, но результаты никого не радуют и скорее настораживают, чем успокаивают. Да? И это напряжение в обществе, оно нафиг никому не нужно, извините, ни Зеленскому, ни Верховной Раде, ни нам тут сидящим. Да, а Путину очень нужно, потому что цель хаос, цель расшатать Украину, это его успех, да, это ему в копилку. Но все-таки послушаем заявление как раз Владимира Зеленского в Давосе, где он говорил о войне и о ситуации в Україні. А найстрашніше, що катаклізми стали для планети буденними, потрясіння стали для людства вже іноді просто звичкою. І як ніхто інший, я точно знаю, про що зараз вам кажу. Бо 6-й рік у моїй країні йде війна. 6-й рік, як Росія анексувала у нас частину території. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати. Ось така у нас з вами New Normality. Так, світ згуртувався навколо вирішування цих питань, але чи достатньо українцям, загиблим і тим, хто втратив домівки, чи достатньо їм всесвітньої стурбованості та занепокоєння? Цього замало. Вот, ребята, только что мы слышали, что сказал Владимир Зеленский. Ну, понимаете, конечно, это форум экономический, там такая солянка, на самом деле, там несчастная Грета Тунберг, там витающий в облаках принц Уэльский, там
вообще и гвозди, да. Такая то есть, знаешь, мини-проекция планеты, да, мира. Вот, то есть эти катастрофы, популизм, Всё, маразм, маразм. сумасшедший дом, это все там. Ну и на всем этом еще надо какие-то инвестиции привлекать. И вот Гончарук Алексей выступил там тоже и рассказывал. Ну, судим еще там еще один, Арахамия выступал, глава фракции. Давайте пока послушаем Алексея Гончарука. Ага, чуть-чуть там задержка, но Алексей Гончарук, напомню, недавно уходить в отставку собирался, но не ушел. Я считаю, хорошо, что не ушел, потому что какие люди хотели его отставки, ну, скажем так. Вместо него кто был? Да, Лазиров? да. Там, типа лучше такого. бы не было, уж мое глубокое убеждение. Но Вот. все равно это позор, конечно. Сегодня с этим его заявлением по поводу передачи возможной украинской залезницы немцам в управление. Немцам пришлось срочно бежать впереди паровоза. Это мы знаем. Что тебе не нравится? Это же не русский. Но он же, да, не, я тоже сказал. То есть он сказал, а нам стыдно, да? Нет, он сказал, а немцы уже были вынуждены бежать и опровергать. И говорит, ни в коем случае мы просто консультируем. Так, Гончарука слушаем. Алексей Гончарук. Он же говорит. Сейчас будет. Вчора для України був дуже хороший день. Ми дуже добре, дуже круто зустрілися з нашими друзями з Міжнародного валютного фонду. Вчора був підписаний меморандум між Міністерством інфраструктури та Deutsche Bahn. Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу. Ми пов'язуємо з цим рішенням, цим дуже важливим рішенням, не лише долю цієї інфраструктурної одиниці. Це екосистемне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій, до світу, до нових стандартів. Вот, но давайте прям нон-стопом, хотя прокомментировать. Ну, это же комментировал. Но Deutsche Bank не знал немножко, и не так поняли, не так подали. Что не получили, да? Ну, в общем, не поняли до конца немцы, что они подписали. Или Гончарук не понял, куда он их пригласил. Может, он перепутал слово консалтинг. Человек на таком уровне. Ребят, пример не очень опытный, слава богу, вроде не вор, уже неплохо. Вот. Не насильник там. Да. Всякие были премьерами и президентами в нашей стране, так что вы знаете. И со сроком там. Но это еще не все приключения наших в Давосе. Я не буду говорить там про Пинчука, про то, за чей счет туда поехали эти люди, за счет, в том числе, как сегодня один из депутатов проговорился, за счет Пинчука. Это классно. Пинчук классный чувак, предложил сдать Крым в аренду Путину на полвека. Ну а в Украине память у нас, у нашего общества, у наших политиков и небрезгливость находится на уровне, так сказать, окуня, да. Поэтому год с Пинчуком типа не общались публично, потом опять на завтрак, поели, закусили, и все как будто не было ничего, да? Все забыли. Да, все забыли, все нормально. Но есть и новые люди. Вот там присутствуют, например, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Симпатичный, достаточно тоже молодой человек, дал комментарии журналистам, русским журналистам. Ну, наверное, это из-за того, что в Украине фашизм, и не с кем пообщаться на русском, и мовные патрули запрещают расстреливать людей на улице. Поэтому по-русски в бункере. Нет, мы же тут в бункере. Вот, поэтому наш чиновник, когда он вырывается, или депутат вырывается куда-то за границу, первым делом, что он ищет русскую речь. И вот услышим, от кого русскую речь удалось услышать. Я вчера видел фотографии, там одна пропагандония просто в полном составе. Некоторых даже в лицо знают. И вот, конечно, услышав вопрос именно от этих людей, наш чиновник, наш депутат, лидер правящей фракции, бросается комментировать, что бы то ни было. Давайте послушаем Давида Арахамия. В Нормандии, да, обе стороны, представители международных партнеров фактически огласили свои намерения, да, идти максимально быстрыми шагами и эффективно к миру, да. В первую очередь, я считаю, что нужно сконцентрироваться на полном прекращении огня с обоих сторон, и тогда это, будет таким, я сказал бы, самым сильным сигналом за последние 5 лет, который может существовать. На общение с русскими пропагандистами, напомню, могу дать Давиду, с которым заочно знаком, урок давания интервью, раздачи интервью подобным людям. Вот мы с Ирфаном Кудусовым, мы знаем этого человека, с нашим крымстарским общественным тоже деятелем, были в Вильнюсе недавно, и там такие же точные люди, они все на одно лицо, в принципе, подошли брать интервью у меня. Я не сказал им ни слова, Ирфан не сказал им ни слова.
Но ребята были очень неаккуратные. И проходя просто мимо Эрфана, они немножко уронили камеру, видеокамеру. Так бывает в случае, когда очень хочется работать, подходить к украинцам. Да, немножко камера упала. Помним, как немножко упал микрофон, когда Борислав Береза, тоже к нему решили подходить пообщаться, и как-то с микрофоном, ну, технические проблемы. Но тут технических проблем нет, зато проблемы есть в понимании, в коммуникациях. И тот же Давид Арахами, вот, Давид, общение с этими людьми вредно для всего. Поверь мне, вот по-товарищески. Дальше. Давид Арахами оправдывался там за свою же речь, в которой сообщил, что в Украине стоит отказаться от евроинтеграции. Но я не буду комментировать. Давайте послушаем, что было сказано дословно, потом проговорим о том, что надо, что не надо говорить. О чем, может быть, и промолчать бы стоило. О чем-то. Це вирвано з контексту, чи просто це завдяки тому, що моя промова була англійською мовою, і, можливо, це просто труднощі перекладу, як то кажуть. Да? Я поясню, у нас була панель про інвестиції в Україну, яким чином можна в 5 разів збільшити кількість інвестицій прямих іноземних. Да? І ми спілкувались. І, по-перше, треба розуміти, що це не відповідає дійсності. Партія «Слуга народу», я особисто за шлях до Європейського Союзу, це прописано в нашій Конституції, за угоду по асоціації, да? Але працюючи над угодою по асоціації, зараз черговий перегляд, треба трошки мати економічного егоїзму, як то кажуть, для українців, да? Для того, щоб захищати інтереси наших промисловців, інтереси наших виробників, а не просто сліпо підписувати все, що нам дають. Да? Треба захищати національні інтереси. В цьому був ключовий меседж моєї промови. Так вот, вот смотрите, никто вот на самом деле всерьез не сомневался, что Давид Арахами, глава «Слуги народа», там, по фракции, патриот и так далее, что он захочет там отсоединиться от ЕС, присоединиться к России. Но когда вы что-то говорите, проговаривайте четко. Вот просто проговорите дословно, вас слушают иностранцы, они могут не понять, передать не так, перевести впрямую. Не думайте, что кто-то за вас подумает в плюс, всегда за вас подумает в минус. Это закон такой жанра, да? И не бывает так, что вы нас не поняли, бывает так, что вы неправильно сказали. Будьте внимательны к словам, простите за эти азбучные лекции. Ну а что я могу сказать? Люди услышали то, что услышали, никто там ничего не думал. Нет, потом комментариев они тоже могут не услышать. И наверняка. Да, могут не услышать потом комментарии ваших, Давид. Ну как такое? Ну, надо все четко, знаете, какой бы речь ни говорил, четко сказать. Но мы за ЕС, за НАТО. Мы за ЕС, за НАТО. Да, национальный интерес должен быть, но ЕС, НАТО не обговаривают все. И все это не все, и все поняли. Все нормально. Вот, а теперь я попрошу гостей прокомментировать, что ты разошелся. Комментируйте, пожалуйста. Давос, коммуникации. Ты же журналист, комментируй коммуникации. Смотрите, меня пугает то сближение с Россией, которое сейчас происходит. Поэтому мне очень сложно быть, знаете, вот списывать такие оговорки и выступления на таких форумах, когда весь мир и вся пресса мировая смотрит и следит за каждым твоим словом. И вот это вот счастливое раздавание интервью российским пропагандистам. Понимаете, если бы это была разовая случайность, я мог бы сказать, ну вот, знаете, наверное, неопытность какая-то. Но нет же. Мы газ в России покупаем, мы долги им прощаем, ну, то есть мы должны миллиарды сейчас от России получать, мы им уже все прощаем. Понимаете, это такой тихий, как это... РНБО, что вот они представили новую стратегию Зеленскому по поводу безопасности. Это Сивоха забросить Донецк? Это было бы идеально, конечно, это было бы хорошо. Но они вот сказали, что мы теперь будем дружить с Россией, будем принимать шаги по снятию эскалации напряжения с Россией. И поэтому, когда потом глава фракции «Слуга народа» приходит на международный форум и вот такой вот говорит... Это в контекст ложится, да? Конечно, даже если он это не имел в виду. Но адвокат Януковича в ДБР, мы отказываемся от согласования своих законов с законами ЕС, а следующий шаг будет, потому что они хотят дружить с Путиным. Это будет отказ от НАТО и ЕС, потому что это требует военная доктрина Российской Федерации. Но мы не отказываемся. Вот тут же... А мы не знаем. Нужно перестать стрелять. И дать России спокойно выйти на границы Евросоюза. Вот и все, что нужно. Тогда Евросоюз, наверное, выразит искреннюю озабоченность. Да, но нам будет уже поздно.
Вот, поэтому нам свое делать, как бы. У меня единственное в этой печальной ситуации, мы сейчас так троллим мягко, на самом деле ситуация очень печальная, очень печальная. Неважно, делается ли она от неосознанности, непонимания вот этих глобальных процессов с Зеленским и там Арахами всеми вместе с ними. Или она специально инспирирована, в том числе и российскими лоббистами, которых здесь там, и антимайдановцами в виде Портнова. Но так или иначе, эта ситуация угрожает национальным интересам. Единственное, что меня здесь радует, что все-таки Украина это такая страна, что какой бы президент сюда ни приходил бы, он вынужден или становиться проукраинским, или бежать. Да. Что добавишь? Мне добавить нечего, я целиком полностью согласен. Что добавить? Ну, зачем же брать меня на славу? Здесь абсолютно нам все понятно, то, что, к моему великому сожалению, я то же самое говорил, еще раз повторю, я лично не знаком с нашим президентом. Я не знаю его как человека, я вижу просто его шаги. По-человечески мне его жаль. У него нет ни опыта управлением государством, у него нет такого количества знакомых людей, которые являются специалистами в этих вопросах экономики. Так привлеки специалистов. Для этого необходимо быть в теме, необходимо понимать. А если человек не понимает этих вопросов, он, может быть, бы и хотел, но он не является. Знаете, что меня насторожило? Вы помните, когда Гончарука вот эти записи выложили, да? Меня насторожило не то, что Гончарук сказал, что президент, имеет очень поверхностное представление об экономике. Это нормально. И выбери любого из нас президентом, там, мы бы тоже имели весьма поверхностное. Да, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что они собрались для того, чтобы придумать способ донести до президента важные вещи какие-то. Нет, это ты классно сказал. Нет, они собрались донести президенту, то есть они сами признали, что они не понимают, что происходит, но они придумать ему картину мира. Вот что происходит в экономике, мы не можем ему объяснить. Давайте придумаем, что мы ему объясним. То есть лапшу сварят. То есть они занимались формированием иллюзий. Ну, смотрите, даже не про это речь. То есть, в принципе, видимо, такая ситуация кадровая. Вот все время ругали, помните, я ваш вырок, значит, Порошенко, кадровая политика плохая, Порошенко, слава тебе, Господи, потом уже признал, что она правда плохая. Коммуникации, правда, плохие у Порошенко, да? А сейчас у нас какие коммуникации? Вот мне кажется, это какое-то дежавю, просто какие-то детские грабли. Веселые картины. Нет, это веселые, это раз, да? Второй, кадровый вопрос. Коммуникации мы видим, даже фамилии называть никаких не буду, все знают, да? Теперь вопрос не с коммуникацией, вопрос второй с кадровой политикой, да? Люди не могут объяснить президенту. То есть это же не они такие. Видимо, еще нужно попасть к президенту, чтобы ему что-то объяснить, да еще в какой-то форме подготовить. То есть не он вызывает, иди сюда, объясняй мне, да? А люди к телу ищут доступ. Это вот какая-то... А чем Порошенко-то в таком случае не угодил-то? Он вел себя как достаточно часто, как барин, например, теперь недоступный. Такой вот немножко из другой области момент. Новый избирательный кодекс ты читал? Знаком с ним? Я сегодня читал закон о печати новый, о защите прав. Но это отдельная тема, да. Это у нас много отдельных таких тем. Но избирательный кодекс же... Подожди, там же отменили мажоритарку, он же неплохой в этом плане. Там нет... Мажоритарка-то от меня открытые списки. Там суммы для того, чтобы ты куда-то смог зайти, просто 4 миллиона только для депутата местных... То есть олигархи знают точно тариф. Если им нужен этот район, у него там, допустим, ферма большая там какая-то, или завод, или должен депутат в Верховной Раде. Они уже тарифы знают, а простым людям даже фандрайзингом это не соберешь. Я скажу, что даже обычный активист, просто эти 4 миллиона, он не соберет их. То есть это запретительные, с одной стороны, нет мажоритарщиков, а с другой стороны запретительные барьеры, получается. По большому счету, да. И самое главное, что еще нужно вложить в рекламу, еще нужно вложить в какую-то компанию, еще, и так далее, административные какие-то расходы. То есть, если человек может еще на волонтерах как-то выехать, да, которые ему помогут там, или на каких-то там на байдужих там бизнесменов в малом и среднем бизнесе, которые знают активисты этого района, то уже собрать заставу в 4 миллиона. Откуда такие? Где? Откуда? Это надо обращаться в дирекцию Укрзалезницы. Там у ребят можно, в принципе, настрелять. Там, 2 месяца, и ты настрелял. Да.
Дружите с членами совета директоров. Кредит еще можно брать, наверное. Закон, который пытались провести по поводу децентрализации. Это же вообще кошмар и ужас. Но видите, вот все-таки борьба происходит политически. Знаете, вот что мне единственное в этом всем нравится? Вот все мне не нравится, в смысле вот этих всех забросов, когда шатает, трясет страну, все. Но нравится то, что у страны, общества вырабатываются антитела, что это происходит онлайн политическая жизнь. Потому что демократия это не выбрал и пошел гулять, да? А демократия это выбрал и... Пожизненный процесс. Пожизненный процесс. Может, это неплохо? Это вот может, это надо прожить тоже? А у нас во время войны есть возможность прожить? Вот. Это то, о чем сегодня мы говорили, тоже с моим коллегой. Все хорошо, но война. И каждый день гибнут люди. И каждый день гибнут люди. Цена высокая. И риск очень большой. И одуревший фюрер, с чего мы начали. Спасибо вам, ребята. У меня в гостях были абсолютно отличные, умнейшие собеседники. Мирослав Гай и Ашер Черкасский. На них никогда времени не хватит, но мы будем их звать, потому что люди говорят, что думают, и говорят по делу. Помогайте АТР. У нас мы не являемся членами наблюдательных советов никаких, поэтому финансирование вы не получили на трансляцию в Крым. Мы хотим, чтобы вы нам тоже помогали. Расчетный счет мы постоянно транслируем, призывы помогать АТР. Есть деньги, помогите, мы их пустим на дело, тем более, что, оказывается, скоро каналы украинские, самые крупные, будут зашифрованы в оккупированных районах Луганской, Донецкой области и Крыму. Называется «Прощай, Украина» в медийной войне. Но об этом мы в других программах поговорим. Всего доброго. Смотрите АТР.